Всем здравствуйте! Сегодня готовим ужин. Но вроде как драники, только буду запекать. В одной все посуде все это будет, и только буду запекать. Всем привет, друзья! Немножко покажу составляющие этого блюда. Собственно говоря, картошка, потом лук, чеснок, 2 дольки луковицы, 3 яйца, там растительное масло немножко. И картошку для драников натирают на терке, на крупной терке. Как обычно, Мария готовит, а я снимаю. Рецепт очень простой, но, думаю, очень вкусный будет. Обычно драники готовятся отдельно все, как котлетки. А здесь будем запекать в одной посуде. Все. И вкусно должно получиться. Вкусно. Картошкой Маша управилась. Где-то, наверное, килограмм картошки, что ли, там. Да? Да. Где-то килограмм картошки, наверное. Средний. Не знаю, там поместится, не поместится в нашу посуду. И теперь нужно нам натереть тоже лук. Именно лук будем тоже натирать. Я не знаю, на какой терке, правда, Маша собирается. Поменьше терка, да, или крупнее, я даже не понимаю. И на такой же терке? Меньше. Для лука терку выбрали поменьше. Друзья, сначала начали тереть, и не очень там пюрешка получается, и мы решили там покрупнее там резать и пожарить лучше. Вот так будет вкуснее. Так, лук у нас отправляется в миску, где уже натертая картошка. Теперь очередь чеснока. Сегодня комментирую я. Маша не комментирует сегодня. Как в старые добрые времена комментирую я. Добавляю чайную ложку соли. Перец по вкусу. А если молотый перец? Свежемолотый? Сегодня решила простой, молотый уже. Готовый молотый добавить, Маша. Так, яйца 3 штуки. Это от перца, да? Кашляет, Маша. Да. Да, вот. Еще сюда так сказать, в составе будет, да, яйца. 3 штуки. Так, все это размешаем. Притом тщательно надо размешать это. Яйца, да, я так понимаю, для связки, наверное, да, используется. Да. Вот. Очень тщательно надо перемешать это все. И добавляем крахмал. Крахмал. Столовую ложку. Это какой крахмал? Картофель? У меня кукурузный. Кукурузный крахмал. У кого какой? Без разницы. Сколько говоришь? Ложку добавили, да? Да. Столовую ложку. И дальше размешиваем.
Наливаем масло и мажем противень. Да, смазываем маслом противень. Некоторые делают в стеклянном противне, тогда же, наверное, лучше получается бы, да? Но у нас нету стеклянного. Ну, вернее, есть, он слишком маленький. Так. И все это... Может, духовку сначала включишь, пускай согреется. Ну, включаем на 200. 200 градусов, да? Да. Пока пускай греется. Все, я это сейчас все сюда выкладываю на противень. Как раз этот противень на такое количество: килограмм картошки и одна луковица. А стеклянная у нас маленькая получается. Вот этот противень как раз. И как я понимаю, это надо очень ровненько все было, что было, да? Разровняем здесь все. И нальем масло растительное 20 миллилитров. И все это смажем поверх, чтобы у нас Маша как делает? зарумянилось это все. Сверху налила масло, и для того, чтобы, говорит, чтобы это все зарумянилось. Интересный такой способ. Я думал, что туда сыр натерешь или еще что-то. Вот так. И потом это в духовку. В духовку на сколько минут? На час. 50-60 Ух минут. ты, на час. А за это время мы пожарим. Это как гарнир пойдет. Да. А мы пожарим сосиски. Я сосиски хочу. Жареные. Пожарим сосиски. Да. Не все же кушать там это рыбу свою, да, рябчики. Давай сосиски покушаем. Тоже вкусно. Кладем в духовку наш ужин, будущий ужин. Короче, отправляем. Время так нормальное время. На 60 минут, на час почти. А тем временем, как уже говорили, пожарим сосиски, да что да. Пожарим. Вот наши сосиски. Вот наши сосиски. Маша сейчас будет их располовинивать. А на сосиски знаете, кто пришли? Там Барсик и Борис. Борис, сосиску тебе нужно, да? У тебя есть в миске сосиска же? И вон Барсик. Вот покажу Барсика еще тоже. Вот такие у нас. Коты. Ух, как любят сосиски. А сосиски вот как располовинивает доль. Так очень вкусно получается. И будем слегка обжаривать на сливочном масле. Поехали наши сосиски. О, шкварчит там. Вот так наши сосисочки. И вторая партия там пойдет. Ну, примерно вот такой румяности. Сосиски-то готовы, ждут. Посмотрите, какие красавцы они. На сливочном масле обжаренные слегка, чтобы горечи не было. И немножко там чуть-чуть перца посыпали. Ой, вкусно. Вот дранники наши готовятся. Ну, вернее, дранник. Это один большой дранник такой. Ну что, друзья, время, как говорится, время че. Аромат по дому очень вкусный.
Да и вид нормальный такой. Сейчас я поближе покажу. Вот такая запеканочка дранников. Отлично так смотрится. Шкварчит еще. Сейчас подождем чуть-чуть, пока остынет. Отлично, да. Сверху должно быть обязательно, чтобы хрустела корочка. Ну-ка, Маша, ножиком попробуй. Хрустит, нет корочки. Обязательно надо, чтобы хрустело. О, слышите, как хрустит? Да. Все отлично. Будем скоро ужинать. Да. Настало время нашу вкусняшку, наши дранник вернее, вытащить осторожненько и поставить тарелочку и будем ужинать. Вот корочка есть, она так и должно быть, корочка. И картошечка такая. Так. Плотненький ужин такой будет. Очень даже плотненький. И сосисочки мне, пожалуйста, пару штук. Вот. Ну, вкусно, очень вкусно. Запах, наоборот, очень вкусный. Ну и кетчупа мне немножко положи. Туда. Прямо туда. Возле там. С кетчупом вкуснее. Итак, друзья, пробуем. 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 Видите, сверху корочка такая. Ой. Вкусно. Без лука хотели, а лук дает вкусный аромат. Маша. Вкусно. А тебе как? Тоже вкусно. Оцени свой ужин. Ой. Вкусно, да. Не понравилось. Вкусно. Ну и сосисочку. Прелестно. Прелестно. Ну нет, действительно вкусно. Опять что-то новое сделали. Ну, драники-то Маша делает, там просто вот запеканка в духовке, драники так не делали еще ни разу. И действительно понравилось мне. Вот. Сейчас я разжую это все. Маша ест, Маше нравится, мне тоже понравилось, очень даже. Вкусные. Вкусные, я просто не могу есть и разговаривать одновременно. Вот. Ну что, давайте так вкратце расскажу, что сюда надо. А надо-то совсем немножко. Картошку, луковица, 2 дольки чеснока такой. И противень, так сказать. Если стеклянная форма, это даже лучше. Ну а потом, это как гарнир пойдет, а туда что можете котлетку, можете еще что-то местное, можете вообще даже там помидоры, там еще салат. Очень даже нормально. Ничем не хуже, чем вот эти отдельные драники. Так даже быстрее и удобнее. И в духовке то же самое получается даже лучше, чем на сковороде. Мне лично понравилось. Все. Всем советую, друзья. Вот такое коротенькое видеорецепт. Снова на нашей кухне. У нас с Машей опять вечер, посиделки. Сидим, разговариваем, обсуждаем планы на завтрашний день. Что куда, кто куда. Вот. Ну все, будем говорить. До свидания. До новых видео, друзья. Заходите на наш канал.
Смотрите наши видео такие незамысловатые, но какие есть деревенские видео с нашей деревенской кухни. Все, всем пока, друзья. До новых видео. Пока всем.